الرحيم الحمد لله حمدا يوافي نعمه ويكافي مزيدا والصلاة والسلام على محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد, дорогие братья, ассаламу алейкум рахматуллахи баракату. Пусть Всевышний примет наш джума намаз, пусть Всевышний очистит нас от грехов. И как мы знаем и слышим в проповедях, что один джума намаз, когда мы проводим, и Аллах нам дает возможность до другого джума намаза прожить, что между ними грехи, которые совершаются, Всевышний прощает. Мы на это надеемся, чтобы Всевышний нас простил и воздал нам лучше. Сегодня мы, иншаллах, будем говорить об ответственности, которая на нас ложится, которую нам нельзя забывать. И нам нужно стараться, чтобы то, что мы должны делать, чтобы это мы сделали красиво, нужным образом. И сегодня мы скажем, что нужно для этого сделать, чтобы у нас это получилось. У нас же бывает много таких вопросов, когда мы говорим, что все правильно, но не получается. Я знаю, что нужно воспитывать детей, не получается. Я знаю, что тахаджуд намаз нужно вставать, любой дуа Всевышний Аллах принимает, но я не могу встать. Утренний намаз я еле как встаю, что мне делать? Эти проблемы у нас есть, и тем более сейчас, когда мы приближаемся к летним временам, нам нужно готовиться и немножко размышлять и думать, что нам делать. Просто так оставить, чтобы кто-то пришел, нам показал, или нам сказал, что делать, или направил, никто не будет приходить. Альхамдулилля, у нас что есть имамы, альхамдулилля, у нас есть представители газеты «Ас-Салам», которые приносят нам газету, которые нам рассказывают каждый джума, объясняют. Вот это то, что мы знания, которые берем, это вот наше знание, это наш капитал, после которого нужно действовать. Просто знание без действия нам пользу не принесет, нам и нашим детям тоже. И сколько есть людей, которые откладывали на завтра, завтра сделаю, потом сделаю, которые лежат там на кладбище. Сколько таких? Очень много. Чтобы мы не были такими, чтобы у нас, когда придет наш час, наше время, когда мы будем умирать и встретимся с ангелом смерти, чтобы мы не сказали: я не успел это сделать, я не успел завещание написать, я не успел дать деньги на мечеть, я не успел подписать соседа, или я не успел многих вещей. Чтобы так мы не говорили. В этом мире же нам нужно готовить те дела, те действия, которые после смерти нам принесут пользу. Наш пророк, алейхиссалату вассалам, говорил, что когда человек умирает, его деяния прекращаются. Имеется в виду, все, у него деяния больше ничего не будет ему в могилу, кроме 3 вещей. Кроме 3 вещей, это мост он построил, или же колодец, или же мечеть, или же медресе. Что-то он сделал, после которого эта польза приносит людям, и люди получают пользу. После смерти это будет к нему идти. Следующее – это сын. Если мы воспитывали сына или дочь правильным образом, после нас, когда мы уходим с этого мира, и это будет без сомнения, иногда у нас бывают мысли, что мы здесь будем вечно. Нет, мы должны знать, что в любое время у нас не спросят, время придет, мы просто уйдем. А после, как мы уйдем, что мы оставили? Это сын или дочь, которые совершают намаз, которые читают за нас Коран. Сегодня, когда я жив, они читают или нет? А где гарантия после моей смерти, что они будут читать, если они сейчас не читают? Не будут они. Сейчас мы должны готовиться к этому. И наш пророк, алейхиссалату вассалам, говорит, это ребенок, который после отца, он делает дуа, читает Коран, делает благие дела. И третье – это знания, с которых получает пользу. К знаниям можно отнести газету «Ас-Салам». Ты подписался, ты подписал соседа, ты помог, и эту газету он получает. Пока он эту газету получает, пока он получает знания, после нашей смерти к нам будет идти вознаграждение. Вот в этом мире, где мы живем, каждый из нас хочет построить магазин, хочет построить одно дело, которое она будет ему приносить пользу. Это общеизвестное дело, которое будет обеспечивать наши семьи, которое мы будем сами питаться. После смерти тоже нам нужно приготовиться
чтобы у нас были дела, деяния или спонсоры, которые будут нам отправлять туда тоже. Там же мы будем нуждаться больше, чем в этом мире. Там только мы и наши дела, и наши деяния. И что ты здесь оставил, что ты собрал, что ты сделал, то и будет тебе идти. Если не сделал, то ничего не будет. Пусть, конечно, нам Всевышний поможет, чтобы мы об этом размышляли и смотрели на воспитание своих детей, самих себя. И в летнее время, когда мы сидим, у нас долгое время, есть долгий день, и что мы делаем? Есть те, которые, как говорят, я убиваю свой день телефоном или телевизором. Это мусульману недоступно. Это неправильно. У нас должно быть расписание, что в свободное время буду читать книгу или обучать детей, или разговаривать хотя бы с детьми. Дети говорят некоторые, мы, говорят, скучаем, чтобы говорить с родителями, с матерью или с отцом. Это реальные случаи, реальные дети, которые говорят, что родители с нами не разговаривают, потому что они заняты делами. Какие дела? Это телефон. И другие дела помимо этого. Плачевное состояние, вырастают дети, отправляют детей на 3 буквы, и родители приходят. Имам, муаллим, что делать? Сын не слушает меня, дочь делает, что хочет. Ну, конечно, если мы сегодня допустили ошибки, завтра же это же надо пожимать. И один из хадисов нашего пророка, алейхиссалату вассалама, который нам нужно запомнить, который охватывает очень много вопросов, и для нас он очень важен. Наш пророк говорит, алейхиссалату вассалама, «Иттакилля хайфума кунта». Ты бойся Аллаха, где бы ты ни находился. «Ваттаби сайяталь хасана тамхуха». И после плохого поступка соверши хорошее, чтобы это хорошее смыло твой плохой поступок. «Вахалики наса бихулукин хасанин». И наш пророк говорит, алейхиссалату вассалама, ты относись к людям, здесь не говорится к определенным, только верующим или только своим детям, к людям, вахалики наса бихулукин хасанин, хорошим нравом. И здесь вот мы охватили богобоязненность, иттакилля, бойся Аллаха. А боязнь Всевышнего Аллаха само по себе не приходит же. Для этого мы должны немножко проявить усердие. В мирских вопросах мы стараемся, иногда ничего не получаем. А в религиозных вопросах у нас иногда бывает, само придет. Для этого тоже нужно усердие. Просить у Аллаха, чтобы Аллах дал богобоязненность. Просить у Аллаха, чтобы Аллах дал богобоязненность детям тоже. Родственникам, всем близким. И будто мы одни, будто мы среди людей, чтобы знали и не забывали, Аллах меня видит, Аллах знает мое состояние, Всевышний Аллах все видящий, все знающий. Вот это положение удержать в своем сердце, в своих мыслях. Это будет то положение, которое наш пророк говорит, алейхиссалату вассалам, бойся Аллаха, где бы ты ни находился. У нас среди людей хорошее поведение, когда возвращается к семье другой человек. И приходит иногда жалобы, это говорит, вы думаете, что он хороший, на самом деле он там что только не делает. Вот этот процесс у нас идет именно в том, что Всевышний Аллах и там, где люди, и там, где мы одни, он там есть, он все видящий. У Всевышнего Аллаха места нету, его знание охватывает все. И дальше наш пророк, алейхиссалату вассалама, чтобы ты после плохого поступка, мы не пророки, у нас бывают грехи языком, взором, мыслями. Эти грехи, чтобы очистились, нужны благие дела, хорошие дела. Радовать жену, детей, родственников, близких, с кем ты поссорился, подружиться, помириться. Вот именно помогать, вот это и есть те действия, которые будут очищать наши грехи. Вот примерно мы же часто слышим, говорят, один маджлис, одно собрание смывает грехи тысячами других собраний, которые были греховными. Один маджлис. Одно благое дело. И теперь также к этому относятся и наши деяния по отношению к родителям, близким, ко всем, к людям, братьям. Что мы делаем, как мы ведем и что мы думаем. И вопрос, а если я плохо думаю о брате, что мне делать? Значит, есть проблема в моем имане. Есть проблема в моей вере, если я думаю плохо о своих братьях. Нужно исправиться. Нужно убрать эту точку, которую поставил Иблис в моем сердце.
И дальше наш пророк говорит, алейхиссалам, чтобы ты относился к людям хорошим нравом, хорошим отношением. И вопрос возникает, как приобрести эту богобоязненность, как приобрести ответственность, как приобрести все эти хорошие качества, когда у нас не получается в сегодняшний день. Итог того, что мы говорили. В одной истории, которую один наш брат рассказал, он говорит, я сколько лет мечтал, чтобы вставать на тахаджуд намаз. В год или в месяц только один раз вставал на тахаджуд намаз, и все у меня не получается. Что делать, не знаю. И он говорит, один из дней, это один пример, который можно сравнивать с другим. Один из дней дома, когда я пришел домой, я зашел в свою комнату, хотел лечь спать, и слышу, как мой отец кашляет. Он кашляет, не останавливаясь. Ну, я лежу тоже уставший целый день, и мысль такая, что мне делать? Пойти ему дать воду с лекарством или лежать, пусть он сам возьмет. Эта мысль у нас всегда бывает в выборе, когда мы хотим что-то сделать, хорошее, 100 мыслей бывает, которые нас останавливают. И он говорит, я поборол себя, хотя очень хотел лежать спать. Я встал, взял стакан воды, отнес к отцу, отдал ему воду, все это сделал, я один, отец обрадовался. Мой отец, говорит, обрадовался тем, что я ему дал воду, дал лекарство и просто проявил заботу 5-10 минут. Внимание, обратите, что иногда наши деяния, которые охватывают 5-10 минут, могут изменить всю нашу жизнь, направление нашей жизни, когда мы делаем ради Всевышнего Аллаха. Этот человек говорит, после этого дня, даже в эту ночь, я встал до утреннего азана на тахаджуд намаз. И до сих пор, прошло уже 2-3 года, я ни разу не пропустил тахаджуд намаз. Из-за благодати, он говорит, я уверен, что это из-за благодати вот этого поступка. Вот для нас пример. Хорошие деяния, они собирают хорошее, плохое собирает плохое. Дай Аллах, чтобы Всевышний нам в этом помог, чтобы Всевышний Аллах дал нам тауфик творить благое, и после которого Аллах даст нам тауфик для воспитания детей, для богобоязни и для всего хорошего. Альхамдулиллахи раббил алямин.